Мне часто задают вопрос, как выбрать металлоискатель, какой модели, как у фирмы, и как вообще построить, организовать процесс поиска кладов. Мы называемся кладоискатели. Почему? Потому что основа нашей деятельности – это поиск кладов. Это не бегать по полям за гнилой монеткой. Мы кладоискатели и ищем клады. Приобретение металлоискателя, конечно, это важный шаг, но не самый главный. Эффективность поиска, количество находок складывается из 4 составляющих. Первое – это выбор места поиска. Если вы умеете выбирать место поиска, если вы умеете находить хорошие места, то, я вам скажу, процентов 25-30 эффективности вам гарантировано. Второе – это умение работать с прибором. Если мне дать самый простой прибор, а новоначальному кладоискателю взять прибор очень дорогой, крутой, серьезный, то, скорее всего, я найду больше находок, потому что просто я умею искать, просто я понимаю прибор, просто я умею разговаривать с ним на одном языке, я могу расшифровать те сигналы, которые мне предоставляет прибор, и сделать правильные выводы. А правильный вывод очень простой: или копать, или не копать. С прибором надо разговаривать на одном языке. То есть, в общем-то, это железка, которая тупо предоставляет вам информацию о том, что в земле. И вот эти сигналы, вот эту информацию надо грамотно расшифровывать. Это приходит только с практикой. То есть, постоянно выезжая поля, постоянно практикуясь, вы получите тот необходимый опыт, который будет вам позволять эффективно работать. Например, такие вещи сказываются на количество находок, на эффективность. Если у вас катушка моно, катушка-паутинка, то излучение у вас конусообразное. И, соответственно, есть 2 слепые зоны. То есть излучение конусом и на максимальной глубине небольшое пятнышко. Чтобы эффективно работать с этой катушкой, надо, чтобы каждый последующий проход на 50% перекрывал предыдущий. Тогда вы будете эффективно работать с этой катушкой. Если вы работаете на фундаментах, то надо работать с катушками небольшого диаметра. Тогда вероятность попадания под излучение катушки хорошей находки монеты и какой-то проволочки, гвоздика, куска кровельного железа, оно уменьшается. Третье слагаемое эффективности поиска – это знание методик и технологий. И по выбору места поиска, и по работе с прибором. Наверное, не секрет ни для кого то, что многие места, которые обозначены на картах, они уже немножко подвыбиты. В общем, можно работать очень хорошо по системе. Зная систему расселения людей в данном регионе, можно находить те населенные пункты, которые существовали или когда не было карт, когда карты не писали, или в какие-то вот такие вот промежутки, которые не попали на карты. То есть, в общем-то, особо далеко не выезжая, я за сезон нахожу не менее 10 населенных пунктов, которые нету ни на одной карте. Просто знаю систему расселения людей в данном регионе. Я не буду долго отнимать ваше время и рассказывать о системе, потому что в каждом регионе она своя. Но существует такая гипотеза, почему мы называемся русские, потому что селились по руслам рек. Русло реки – это зимой дорога, это вода. И, в общем-то, пробивая какие-то речушки и ручьи, можно находить те населенные пункты, которые очень давно пропали, которых нет ни на какой карте, а приносят они свои плоды. Четвертая составляющая эффективности работы кладоискателя – это, конечно, прибор. То есть, в общем-то, есть разница работать с прибором за 6 тысяч и работать с прибором за 20-30 тысяч. Металлоискатель – это прибор, который просто предоставляет вам информацию о том, что в земле. Информирует вас разными способами, разными методами. Кто-то графиком, годографами или шкалой дискриминации, какой-либо просто звуком. Они вас информируют о том, что в земле что-то есть. Самый простой металлоискатель говорит вам: вот здесь вот есть металл, а здесь нету. Вот такая дискриминация простая. Есть металл и нету. Какой металл, пробка, это гвоздь или что-то другое, монета, он не говорит. Металлоискатели получше, у него четкое разделение. Это черный металл, это цветной металл. Металлоискатели другого уровня, еще более лучшего, предоставляют максимально полную информацию о том, что в земле, и максимально правдивую. Говорят примерно так: в этом месте на глубине примерно 30 сантиметров с вероятностью 95% лежит серебряная монета. То есть, чем лучше прибор, тем полнота вот этой информации, которая вам предоставляется металлоискателем, ее правдивость, она выше повышается. Поэтому, конечно, есть разница, с каким прибором работать. С прибором, который стоит 6 тысяч и говорит вам просто: здесь есть металл или здесь нет металла. Или с прибором, который предоставляет максимально полную информацию, и эта информация, она безошибочна, он меньше ошибается. Самое основное сейчас – это глубина. Поверьте, вот очень много мест покопано, особенно те, которые есть на картах.
Вот. И от прибора, от нормального прибора требуется максимальная глубина и четкое разделение черный и цветной металл. Быстрое срабатывание, быстрый процессор. То есть вот три основные характеристики, которым должен обладать эффективный прибор. Максимальная глубина, четкое разделение черный, цветной. Другой градации особо не надо, потому что кладоискатели профессионалы, они работают все время без дискриминации. Вот, а работают в режиме всех металлов. Быстрый процессор, чтобы, работая на замусоренке, можно было распознать два близко лежащих предмета. То есть три основных критерия для выбора металлоискателя. Когда начинающие кладоискатели спрашивают, какой прибор приобрести, какой прибор лучше, я, в общем-то, отвечаю такой фразой: тот, который знаешь. Чтобы знать прибор, надо копать, надо практиковаться. И не надо, в общем-то, сильно мудрить. В каждой ценовой категории есть свои металлоискатели, которые лидеры, которые проверены многими поколениями пользователей, которые известны, которые по 10 лет не снимаются с производства, вот, которые доказали своей многолетней использованию кладоискателя свою эффективность. В каждой ценовой категории есть такие приборы. То есть, в общем-то, выдумывать ничего не надо, а просто узнать, какие деньги вы готовы потратить на металлоискатель, и выбрать лидера в этой ценовой категории. Я не буду их сейчас называть, этих лидеров. В общем-то, они известны всем. Ну, при необходимости каждому, кто позвонит, вот, я дам исчерпывающие консультации по выбору металлоискателя. Ну, вообще у нас так вот говорят у кладоискателей: находит тот, кто ищет. Поэтому присоединяйтесь, копайте и найдете.